Друзья, добрый день. Дизик Хелшин. Представляете, какой мне сегодня сюрприз сделали мои девочки. Я не заметила, делая засолку, только что справилась с огурчиками, пообедали мы с сестрой и с мамой. И дочка звонит, младшенькая, мама говорит, там на улице такси, возьми то, что я тебе передала. Выхожу, а там букет вот такой вот красивых роз, с такими вот открыточками и вот эта вот коробочка конфет. Ну, я таксиста отправила, конечно, и потом говорю, Мадина, что такое, что у нас сегодня, какой праздник, что случилось? Вроде бы день рождения, это у меня далеко-далеко. Она мне говорит, мам, у тебя 5000 подписчиков. А я даже не заметила, не посмотрела, ну, часа два, наверное, не смотрела, не знала. Ну, к этому шло, я это знала. И вот так вот она меня поздравила, девочки, мальчики, с вами, с моими подписчиками. Мне это, конечно, очень обрадовало. И то, что вас уже, не вас, а нас уже столько много. И вот пока я собиралась снять розочки, которые прислала она, потом присылает старшая дочь уже торт и вот эти вот фрукты. И мы решили все-таки, давайте поставим стол, накроем стол с сестрой и с Ибрашкой, и с мамой. И будем чаевничать, раз у нас такое сегодня мероприятие, конфетки вкусненькие. И Брашка говорит, давай я буду конфеты есть. Я говорю, ну давай сначала я сниму, а потом будем угощаться и конфетами, и тортиком, и фруктами. Вот такая радость у меня сегодня, друзья, двойная радость от того, что вас уже больше 5000, пока я начала накрывать и готовиться к съемке, уже больше 5000 вас, друзья. Огромное вам спасибо за подписки, за лайки, за комментарии, за то, что вы у меня есть. И я надеюсь, вы у меня останетесь и будете не только 5000, а я надеюсь, нас будет намного больше уже, потому что у меня какой-то появился спортивный интерес, чтобы действительно вас было больше, чтобы я могла быть кому-то полезной, кому-то интересной, и чтобы вы мне были и полезны, и интересны. Ну вот так, друзья, как мы будем пить чай, конечно, я, наверное, не буду показывать, но я показала, начиная, как накрываю на стол. У меня еще гость пришел. Если бы не было гостя, мы, в принципе, я бы вам показала, что мы вместе все сидим. Но мой гость не согласился, он тоже пришел меня поздравить. Он не согласился, если честно, чтобы я его снимала. Так что, друзья, извините меня. И еще раз огромное вам спасибо. Я просто не могу передать словами эмоции у меня через край. Мне очень приятно, и что вас больше 5000, и что мои дети и подписчики. Друзья, вы не поверите, сколько у меня на WhatsApp приходит сообщений, поздравляют меня с 5000, говорят, что нас 5000, потому что это подписчики у меня, которые... Я вам говорила, что у меня много подписчиков, которые перешли в личку. И мои свои заловки тоже меня поздравляют. Все мои родственники поздравляют, которые знают, что, оказывается, за мной следят, что, ну как следят, ну в хорошем смысле, что вот хотят, чтобы у меня было много подписчиков, чтобы у меня все было хорошо. Я очень рада, у меня даже слов нет для этого, друзья. Ну вот, как-то так. Друзья, и сюрпризы для меня сегодня только продолжаются, что по WhatsApp, что так меня поздравляют и звонят. И спасибо огромное. Я не знаю, если бы у меня было еще больше подписчиков, что происходило. Но представьте, посмотрите, какую мне красоту еще прислали. Я даже не знала, что это, от кого это. Оказывается, это прислал мне мой подписчик из нашего села. Ну, он со мной общался по WhatsApp как-то, но не говорил, что занимается вот такими делами. Он мне сказал, что очень горд и что рад за меня, что я вот в действительности, ну, не знаю, насколько правда и нет, что я первый семейный ингушский блогер у нас в республике, и прислал вот такую красоту. Но после того, как я прислала, я не буду лукавить, как он прислал мне, я не буду лукавить, я вышла с ним на связь, спросила, что это, откуда это и как. Оказывается, он занимается вот этим вот делом сам, делает вот эти вот башни красивые сам. Я не знала, это житель моего села. И я действительно, меня тоже переполняют эмоции, такая красота, друзья. Ну, они тяжелые, конечно, это натуральный камень, он сказал мне, что привез из наших гор. Вот эту я подниму, это тяжелая, это еще не такая, но они тяжелые. И очень красиво, друзья, они будут смотреться в палисадниках. Он сказал мне, что еще делает большие
по-моему, 3-метровые, 1,5-метровые, разные. Я зашла на страничку Инстаграма, у него есть своя страничка, он, оказывается, этим занимается давно. Он меня не просил, может быть, вы мне не поверите, друзья, но он меня не просил себя рекламировать. Просто он в знак благодарности для меня прислал их. Но я все-таки хочу, чтобы ему немножко помочь. Зайдя на его страницу, вы поймете, почему я захотела ему помочь, если честно. Сейчас я не буду об этом говорить. Заходите на его страницу, смотрите. Ну, не знаю, наверное, далеко заказ. Да и далеко можно, она не настолько тяжелая. Это очень красивые вещи, особенно чтобы украсить какой-то интерьер комнаты или украсить палисадник, у кого красивый. Просто я хотела сначала снять в палисаднике, но он у меня некрасивый, и всю красоту этих башен мой палисадник затмил. Ну вот, действительно, эмоции переполняют меня, друзья. Большое-большое всем спасибо и тому, кто это прислал. Его зовут Али Арцхадов, он живет у нас в Канташеве, еще раз повторюсь. Ссылку на его инстаграм я оставлю в описании и закреплю в комментариях. Друзья, подписывайтесь на его страничку, заказывайте, вы ему очень поможете. Ну и тем поможете мне тоже. И еще раз я сегодня уже, наверное, в миллионный раз и не перестану вас благодарить. Большое-большое всем спасибо. Огромное просто спасибо за подписки, за лайки, за комментарии, за все, за все, за все. Вы не знаете, насколько вы делаете добро, просто подписываясь под моим каналом, просто когда пишете мне комментарии, вы, наверное, даже... Я не могу передать это словами, друзья. Я не знаю, действительно, эмоции переполняют меня. Спасибо, спасибо огромное всем вам милости Аллаха, благоденствия, благополучия, всего, что вы хотите. И самое главное, чтобы все были здоровы, мира и добра вам. Ну вот как-то так. Друзья, и сегодня я завершу свой день подготовкой к завтрашнему дню. Я на эмоциях, на радостях. Сегодня, если честно, ничего не хотела сделать, но приехала сестра после обеда, и с сестрой посидели, тоже поговорили, посидели. Я отварила курочку, опять сделала галушки, но я не стала показывать, потому что это у меня уже в 2 и 3 роликах. Мы долго сидели, общались. Она говорит, я даже не верила, что у тебя вот так вот может что-то произойти. В принципе, когда она приезжала, я снимала, что-то делала, она говорит, охота тебе этим заниматься. Она не вникала в эту суть. Но когда сегодня начала читать комментарии, когда она не пользуется ютубом, не умеет, даже туда не лазит. И сегодня говорим, давай мы тебя научим, чтобы ты смотрела. Она говорит, неохота мне, не надо, оставьте меня в покое. Но мы все-таки ее научим пользоваться и ютубом, и ватсапом. Ну вот так, друзья, значит, после того, как я посолила помидоры, у меня все вместе. После того, как я посолила огурцы, как раз приехала сестра, мы с ней поговорили, посидели с мамой, с сестрой. Потом начали поступать для меня подарки. Это было настолько удивительно, приятно, конечно. Первая прислала дочка, а потом уже и другие подарки, и другие поздравления. И на WhatsApp у меня сегодня целый день поступают сообщения от моих родственников и от некоторых подписчиц, поздравляют меня, друзья, с 5000 подписчиков. Я, в принципе, сама и не узнала, что они у меня уже накопилось 5000. Первая позвонила дочка и сказала, мам, у тебя же 5000 подписчиков, я тебя поздравляю. Я говорю, не я столько проверяю моих подписчиков, сколько ты. Она действительно всегда смотрит и всегда говорит мне, мам, у тебя вот столько-то, у тебя вот столько-то. Если честно, друзья, я не думала, что когда начинала, у меня будет вот столько много друзей, столько много знакомых, столько много зрителей, причем благодарных зрителей, которые поддерживают меня, которым, я говорю по вашим комментариям, которым приятно слушать меня, которым приятно видеть меня. Еще раз повторюсь, огромное вам спасибо.
Я даже не умею передать те чувства, которые ну, просто переполняют мою душу, переполняют мое сердце. Действительно, большое спасибо. Это огромная поддержка с вашей стороны. Я всех вас люблю, всех уважаю. И заранее, и за то, что, может быть, я раньше что-то не так сказала, и заранее то, что вдруг у меня что-то будет в будущем, прошу у вас извинения. Может быть, до всего у меня не дойдет мой ум. Но я стараюсь, друзья, я очень-очень стараюсь, чтобы все было у меня хорошо, все было, ну, чтобы все вам нравилось, чтобы хоть что-то можно было бы у меня, вам научиться, даже на том, что не то, что там хорошего, что у меня было, может быть, даже на том, что у меня было плохое, чтобы это у вас не повторялось. Все-таки лучше учиться на чужих ошибках, как говорится, а не на своих. Но ошибок в жизни все равно бывает очень много. И у меня, и у других, и у всех. От этого мы не застрахованы. Ну вот так, друзья. Значит, я сейчас начну тоже болтовней не буду заниматься уже. Пережарю все эти овощи и покажу вам. Больше не буду вас мучить, показывать, как это все делается. Я пережарю это все по отдельности. Сначала лук, потом морковку, ну все по отдельности пережарю. И потом вместе соединю каждое, что мне нужно. Морковка, лук, капуста, морковка, лук, баклажан и морковка с луком. 3 начинки. И потом немножечко каждую начинку тоже перетушу и покажу вам уже готовый результат, друзья, чтобы вас долго не мучить. А завтра я уже покажу вам, как я дальше делаю фаршированные перцы. Друзья, и вот я сделала свои заготовки. Баклажаны пожарила, лук, морковку и капусту. Это капусту перетушила. Но это только на сегодня, на заготовку. Готовить дальше сегодня не буду. Перемыла банки, пока жарилось это все у меня. И теперь все это поставлю в холодильник. Накрою пленкой, поставлю в холодильник, помыла посуду. Теперь помою полы и уже все, буду отдыхать. А я уже придерживаюсь ваших советов, не перетруждать себя, как говорится. И решила немножечко прилечь. Я на многие комментарии сегодня не отвечала, потому что очень много работы было. И вот пойду, сделаю последний намаз и буду отвечать на ваши комментарии. Ну, вот как-то так, друзья. И еще раз повторюсь, огромное вам спасибо за подписки, за лайки, за пожелания и за понимание, и за поддержку. Что бы там у меня ни бывало, вы меня очень сильно поддерживаете, и меня это очень радует. Ну вот как-то так, друзья. Всех вам благ и всем вам спасибо.